Тавлинская игрушка давно стала брендом Мордовии. Почти каждый гость региона считает своим долгом привезти на родину деревянную лошадку или другой миниатюрный сувенир, сделанный умелыми руками народных мастеров. «Удало в Варштать. Возвращение в прошлое» – так назвал свою выставку Александр Рябов. Каждый художник все равно обращается к прошлому, к своим истокам. То есть мы изучаем, как жили наши предки, какие предметы они использовали, что они делали, какой орнамент использовали, какие знаки. То есть эти все значения я стараюсь показывать в своих работах. В своих работах и также кроме знаков и каждую работу стараюсь подписывать, делать надписи, названия работы: Эрмесь, Анге, Тюштя. Некоторые работы Рябова уже были представлены на разных выставках. Но в экспозиции встречаются и те, что сделаны были только в этом году. Мастер владеет многими приемами резьбы, но отдает предпочтение традиционной технике обработки дерева, которая еще издревле применялась нашими предками. Если брать тавлинских резчиков, людей, которые восстанавливают, сохраняют, приумножают, наверное, наши национальные такие ремесла, то любовь к своей культуре – это их основная такая отличительная черта. Мне кажется, что если у человека нет таких чувств к своему родному, к исконному, если можно так выразиться, то он и не будет этим заниматься. Александр Рябов совмещает творческую деятельность с педагогической. Он прививает подрастающему поколению навыки резьбы по дереву. Его воспитанники постоянно доказывают свое превосходство на различных межрегиональных и республиканских творческих состязаниях. Занимают призовые места, тем самым утверждая, что культурные традиции мордовского народа живут и имеют свое продолжение. Сегодня в Саранске такая прекрасная выставка Александра Владимировича Рябова. Это действительно наша тавлинская игрушка во всем многообразии показана в его творчестве. Это самобытный народный мастер, который, возвращаясь, как называется выставка, в прошлое, показывает наши исторические корни, исторические традиции. В свое свободное время Александр Владимирович обдумывает детали для новых работ. Строит планы и сочиняет названия для новой выставки, тематика которой должна основательно отличаться от предыдущих.